Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем делать пирог трехслойный. Это очень вкусный пирог, национальный татарский пирог. Для этого нам понадобится 250 грамм чернослива, 250 грамм кураги, один небольшой лимон, если это большой, то половинку. Для теста яйцо, дрожжи 15 грамм, молоко 250 грамм, соль, сахар, мука. Сейчас будем месить тесто. Так, яйцо я положила. Положу чайную ложку соли. Столовую ложку сахара. Смешаю. Тесто у нас будет дрожжевое. Наливаю 250 грамм теплого молока. Это все на один пирог. Если вам надо больше, то там удвоите, удвоите, кому сколько надо. Молоко теплое. Нельзя, чтобы было горячее. Надо смотреть. Молоко у меня теплое. Так, дрожжи кладем. Постепенно добавляем просеянную муку. Сейчас будем замешивать рукой. Добавим 100 грамм мягкого сливочного масла. Не растопленное, а просто мягкое сливочное масло. Вот такое мягкое тесто я замесила. Сейчас тесто поставим в теплое место, где-то на час, на полтора для расстойки. Тесто у меня подошло. Тесто готовое, мягкое, очень хорошее тесто получилось. Так, чернослив, курагу и лимон я все пропустила через мясорубку. Сейчас будем разделать тесто. Тесто очень мягкое. Так, тесто делим на 4 части. Это, наверное, может быть, даже нам не понадобится. Так, 2 маленьких, один большой и один средний. Ну, из того, что останется, можно сделать булочки.
получился вот такой толщины примерно. Надо будет сделать небольшие бортики. Сковородку я помазала подсолнечным маслом. Так, первым слоем у нас пойдет чернослив. Чернослив, он немножко суховат, поэтому туда добавляем кипяток. Постепенно, сколько уйдет, я точно не могу сказать, но постепенно добавляем. Надо сделать его мягким, чтобы можно было его прям размазывать. Так, еще сюда добавляем 2 столовые ложки сахара. Примерно вот такой должна быть консистенция, чтобы ее можно было легко намазать. Вот примерно так. Сейчас сверху накрываем вторым куском теста. Оно вот такое тоненькое. Начинку из кураги делаем точно так же, как чернослив. Добавляем 2 столовые ложки сахара и добавляем воду до тех пор, пока она не станет мягкой. Начинки из кураги готовы. Вот она тоже такая же мягенькая получилась. Я на чернослив и на курагу примерно положила где-то 350-400 грамм горячей воды. Но это все зависит от того, какие у вас сухофрукты. Может быть и больше, может быть и меньше. Это уж надо смотреть. Ну, вот такой консистенции должно получиться. Сейчас хорошенько все промажем.
Все, закрываем тестом. Сейчас будем делать третий слой. Здесь у нас лимон. Сюда добавляем неполную чашку сахара. И столовую ложку с верхом муки. У нас сахар немножко растаял, он становится жиденьким. Тоже так же размазываем. Сейчас будем закрывать пирог. Сейчас защипаем края пирога. Вот такой пирог у нас получился. Сейчас будем делать крошку, чтобы сверху посыпать пирог. Нам надо вот где-то 3 столовые ложки муки, столовая ложка сахара и подсолнечное масло. Ну, не знаю, столовую ложку или 2 там. Так надо классно. Еще чуть-чуть добавим. Где 2 столовые ложки, наверное, подсолнечного масла.
Картошка готова. Сейчас верх пирога помажу маслом. Так, посередке сделаем дырочку. Это для того, чтобы тесто не поднималось, не отделялось от начинки. Посередке обязательно надо делать дырочку. И пирог посыпаем крошкой. Печем при температуре 200 градусов где-то минут 40-50. Это все зависит от духовки. Наш пирог готов. Вот такой вкусный, румяный, аппетитный пирог получился. Сейчас попробуем его разрезать. Вот смотрите, какой красивый пирог получился. Очень мягкий, аппетитный, очень вкусно пахнет. Попробуйте вы тоже приготовить, у вас тоже получится. Смотрите. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо большое всем. До свидания.